Республика Коми манит бескрайними просторами, завораживает очаровательными девушками в национальных костюмах и удивляет самобытными селами с древними храмами, которые нуждаются в реставрации. И в этом ролике вместе с мотоклубом «Зыряне» я принял участие в восстановлении храма в одном из Коми сел. Но обо всем по порядку. Че вам на РТС кто куда, а мы вляли. Не на поезде, не на байке, но с байкерами на машине. Пацаны, братва, давайте поздравим нашего братана с получением цветов. Пожелаем ему хорошего мотопродвижения, всегда быть в теме. Нас становится все больше и больше, так что наше сообщество растет и будем сильны и дружны. Зыряне у нас существуют с осени прошлого года. На данный момент у нас 20 человек. Вообще наш мотосоюз несет республиканский формат. И в республике мы будем развиваться по всей территории. Отмечу, что мотосоюз занимается не только организацией байкерских тусовок и покатушек, но участвует в общественных делах, в субботниках и топит за развитие Коми-края. Как говорится, Елга! Давайте, братья, по коням, у нас мало времени. Стараемся ехать как можно быстрее, чтобы догнать тех байкеров, которые уехали быстрее нас. А вот мы догоняем их как раз. Первый догнан. Далее, едем. Второй. Опа. Третий. Остальная банда впереди. О, мостик. Четвертый. Банда. Конечно, я никому не рекомендую ездить бешеной скоростью, и зыряне, как написано в их группе во ВКонтакте, за безопасность дорожного движения. Железный конь. Так говорят про любое транспортное средство, в том числе и про мотоцикл. По Коми железо будет КР, а конь ВФ. Вместе карт в железный конь. Еще мотоцикл можно назвать более ласково. Двухколесный друг. Числительное 2 по Коми будет кык. Колесо гагль. Друг йорт. Кык гагль йорт. Двухколесный друг. Благодарю за внимание к моему Коми языку. Первая остановка сегодняшнего мотопутешествия — Вагваздино. Yamaha Dragstar 1100. Вот, объем двухцилиндровый, V-Twin. Прекрасный мотоцикл. Отлично. Все. Самый лучший мотоцикл. Сколько на нем уже проездили? Ну, я проехал на нем около 10 тысяч, по-моему. Куда-то Четвертый сезон. За пределы республики? Да, до Питера почти доехал. Качаю колесо. Качаешь колесо? От машины? А? От машины? Ну. Мотоцикл Ява был. Потом Yamaha диверсия. Вот так. И сейчас на Honda пересел. Honda, говоришь, какого года? 93-го. 93-го. Старичок уже. На меня нацепляют каску. Чего любить? Чего страдать? Бензин залил и гоу катать. Я вам хочу дольше показать дорогу, как мы ехали. Но как растянуть время, чтобы вам не было скучно и вы смотрели? Пока монтировал ролик, нашел классное стихотворение про мотоциклы. Слушайте. А вы когда-нибудь летали? Чтоб наяву, а не в мечтах. Чтобы разрезая магистрали, чтоб за секунду в облаках. А вы когда-нибудь летали? Так, чтобы стрелка от 200, чтоб холодил огонь металла и чтобы била кровь в висок. А вы когда-нибудь летали?
чтоб ветер душу разрывал, и чтоб в ушах звенел рев стали, чтоб город полосой мелькал. А вы когда-нибудь летали, чтоб мощь и сила под ногой, энергия каждой детали в одно сливалась бы с тобой? А вы когда-нибудь летали, свободу захватив с собой, и чтоб вас нежно обнимали любимые руки за спиной? А вы когда-нибудь летали? Да что я, вряд ли вам понять. Вы, может, только лишь мечтали, а моя жизнь вот так летать. Коми название деревни – Ляй. Это древнее слово означает овраг с источником. Действительно, Ляли находится на холме рядом с рекой Вымь. По разным историческим документам, во время пребывания наказания в республике Коми в Лялях был маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Историк Антон Антонов Овсеенко свидетельствует: он угодил в Княжпогост, севернее Котласа, откуда его освободили в 1940 году. Ну и свидетельства местных жителей, которые говорят, Иван Попов, который говорил, что он являлся его ординарцем во время гражданской войны, здесь его встретил и помогал, когда он находился в Княжпогосте, там продукты носил ему, передавал. Сейчас в Лялях жизнь идет своим чередом, и совсем не важно, кто тут был, а кто не был. Как живется сейчас? Ну, тяжело, наверное. Население очень сильно уменьшилось. Во-первых, нету работы, где работать. Молодежь уезжает в города. И как бы, ну, жизнь держится то, что живут пенсионеры в основном. Те, кто любит, и в основном это дачники. То есть коренные жители, которые у них остались свои дома здесь, они приезжают. Во-первых, места тут очень красивые. И, наверное, надо, если возродить туристическую какую-то деятельность или что-то такое, связанное с отдыхом, то эти места как раз очень подходят. Храм построен в 1856 году. Имеет 2 этажа и 3 престола. Был закрыт в 1929 году. Такая легенда есть, что был Еродиев ходил, что же одна из легенд, что говорил, что Успенского храма в Серегу не будет, а Ляйский храм достоит до второго пришествия. Вот Успенский Серегу разобрали, а этот вот восстанавливаем, слава Богу, да, стоит. Вы его собираетесь восстановить? Ну, собираемся, вот, ну, как бы, ну, Бог даст, по крайней мере, чтобы хотя бы законсервировать, чтобы дальше не разрушался, уже хорошо. Да. Все? Все. Владимир. Ага. Разбирайте. Вы пробовали индийскую еду? Нет. Пробуй, там индийское мясо. Индиец, настоящий индиец сделал. Итак, ребят, это настоящее индийское блюдо. Попробуем. Название блюда не сказали какое. Но это мясо. И дело в том, что мясо какое тоже не сказали. Ну ладно, попробуем просто. Что я могу сказать? Для коми-человека эта еда очень острая. Вернусь к рассказу о храме. В 2020 году на пожертвованные средства удалось отремонтировать большую часть провалившейся кровли. Зыряне же на этом субботнике помогли очистить от мусора 2-й этаж храма. Еще лопаты есть. Фух, поднялся на 2-й этаж. Раньше не замечал боязни высоты, но у меня походу она есть. Поднялся, посмотрел вниз. Высоко. Работы еще много. Но благодаря финансовой помощи неравнодушных людей храм реставрируется. И смысл действий все яснее и яснее. Сохранить еще одно историко-культурное наследие Княжпогостского района и Республики Коми. Для желающих помочь реквизиты выведу на экране и оставлю в описании. Спущусь я к речке Вымь. Природа тут красивая, а по весне еще лучше.
воскресе! Сегодня передается первая степень Володе, нашему президенту, так как он у нас попал немножко в неприятную ситуацию. Поэтому первая степень заслужена. Володя, я отставляю и передаю тебе лично в руки. Это заслуженная. Всем без исключения желаю обходить неприятности стороной. И тебе, дорогой зритель, тоже. Благодарю, что досмотрел выпуск до конца. Твой лайк и комментарий поможет продвижению ролика. И, конечно, подпишись на канал. Бомбезный контент от Генриха Немчинова уже монтируется. Садись на мотоцикл мой,